Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. На этой неделе в Якутске стартовали финальные военно-тактические соревнования «Путь воина». Это такой большой федеральный проект, где закаляется характер, воспитывается настоящий патриотизм и формируется тот самый стержень, который отличает защитника Отечества. В соревнованиях важны командная работа и лидерские качества, умение принимать решения и нести за них ответственность. В финал вышли 4 команды из Якутии, Хабаровского края, Тюменской и Волгоградской областей нашей страны. А вот что это будут за испытания, поговорим с гостем студии Дмитрием Кириенко, первым заместителем директора Федерального центра «Воин». Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Добрый вечер, Ирина. Ну, давайте начнем с того, что вообще из себя представляют эти соревнования «Путь воина». Я так понимаю, это первые соревнования, но они должны быть ежегодными теперь. Что это вообще, ну, в чем суть? Да, ну хотелось бы сначала сказать, что соревнования организованы, созданы, подготовлены и проводятся по поручению председателя наблюдательного совета Центра «Воин» Юрия Петровича Трутнева. Их главная цель – это закреплять те знания, навыки, умения, приобретенные курсантами в ходе реализации наших образовательных программ. «Путь воина» – это всероссийские тактические соревнования, привлекаются все филиалы нашего центра, а мы на сегодняшний день открыты в 21 субъекте. Это лучшие курсанты филиалов, которые сформировали команды, каждая команда по 10 человек. Уникальность этого проекта, если говорить про уникальность, то хотелось бы сказать, что соревнования проводятся на территории с преобладанием лесных массивов, общая площадь 25 километров, где курсанты выполняют боевые задания по поиску противостоящей группы противника. Для этого на оснащении групп имеются средства ведения воздушной разведки, такие современные беспилотные летательные аппараты, как МАТРИС-30Т, оснащенные в том числе тепловизионной камерой. Для навигации, для ориентирования группа использует как классические карты топографические масштаба 1,25 тысяч, компасы, и также современные мультимедийные устройства с программным обеспечением, позволяющие подгружать спутниковые навигационные карты, проводить навигационные расчеты, ориентироваться в пространстве, определять координаты. Для огневого поражения группа оснащены автоматами «Лазертаг», снайперская винтовка с оптическим прицелом и интегрированной в него камерой, а также FPV-дрон. Последние два вооружения, получается, передают сигнал на пульты судей, что позволяет в режиме реального времени оценивать действия игроков и их результат огневого поражения. Для управления подразделениями применяются современные цифровые радиостанции, которые сейчас стоят на вооружении в Министерстве обороны. Ну, вот если говорить про уникальность, то, наверное, вот это основные моменты, которые хотелось бы озвучить. Ну, то есть это такая зорница 21 века по последнему слову техники все. Все правильно, да. Ну, скоро уже сам финал непосредственно, да, а как все начиналось, давайте посмотрим сюжет наших коллег. Военно-тактические соревнования «Путь воина» проводятся по инициативе полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Отборочный этап прошел в Волгоградской области в конце августа. По итогам испытаний якутская команда заняла первое место. В финале у них будет другая совершенно боевая задача. Они должны будут найти и уничтожить ДРГ противника на площади 25 квадратных километров. Следует отметить, что соревнования проводятся для тех, кто имеет уже определенный уровень в сфере начальной военной подготовки. Это наши курсанты Центра «Воин», которые прошли обучение по нашим образовательным программам и уже имеют базовые навыки, качественные навыки в области начальной военной подготовки. На всем протяжении соревнований честь своих субъектов будут защищать 48 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Оценивать навыки юных патриотов будут 36 сотрудников центрального аппарата Центра «Воин» и 13 филиалов, среди которых и центры, где проходили подготовку участники соревнований. Республика была выбрана субъектом территории, на которой произойдет финал. Финал игр, военно-тактической игры «Путь воина», который
наверное, я думаю, сегодня положит на начало, во-первых, первой игре на территории Российской Федерации и, соответственно, начина будет дальше расширяться. Это одна из, можно сказать, интересных, уникальных игр, потому что ее программа, она имеет как непосредственно соревновательную историю в физической подготовке, но и также в военной подготовке, поэтому такая вот достаточно интересная игра. Соревнования стартовали 16 сентября и проходят на огороженной местности. Перед участниками стоит задача по уничтожению противника, имея в арсенале крупномасштабную карту, компас, GPS, БПЛА, автомат лазертаг, снайперскую винтовку с прицелом. Ну а все действия максимально приближены к реальным, что делает соревнования зрелищными. Общий замысел игры: в 8 утра группа прибывает, получает имущество и выдвигается в исходное положение в противоположные стороны, где получает боевые распоряжения на ведение разведывательно-поисковых действий. В течение светового дня группы организуют разведку, поиск, и победителем считается та команда, которая первая уничтожила всех участников противоборствующей стороны. 16 сентября состоялась первая битва между первыми двумя командами. Победу над амурскими воинами из Хабаровска одержали якутские ботуры. На следующий же день в схватку вступили тюменцы с ребятами из Волгоградской области. Две сильнейшие команды сразятся в финальной битве 19 сентября. А уже в субботу, 20 сентября, будут оглашены имена победителей и призеров первых всероссийских соревнований «Путь воина». Ну вот мы посмотрели сюжет сначала, а сейчас уже известны оба финалиста, да? Да. У нас 16 и 17 сентября состоялись два полуфинала. В первом полуфинале 16 сентября участвовали команды из республики Саха-Якутия и Хабаровского края. Победитель, ну, как уже Наши победили? известно, да, ваши победили, наши ребята с республики Саха. И 17 сентября у нас состоялся второй полуфинал. Участвовали команды из Волгоградской и Тюменской областей. Победила команда Тюменской области. То есть в финале встретятся представители республики Саха-Якутия и Тюменской области. Да. А определялось это по жребию, кто с кем? Да, ну тут у нас, как говорится, фортуна немножко вмешалась. Были сложности с прибытием команд по погодным условиям. У нас самолеты не смогли своевременно приземлиться, и с опозданием прибыла команда Тюмени, Тюменской области. И команду Волгоградской области было принято решение также с учетом разницы во времени переместить на второй день соревнований. Ну, таким образом мы определили, кто с кем участвует. Коль хабаровская команда прибыла на сутки раньше и успела адаптироваться, ну и в то же время часовые пояса позволяют быстрее восстановиться, прийти в форму и быть готовым к соревнованиям. В любом случае розыгрыш был, жребий был. Мы проводили, разыгрывали стороны, кто с какой стороны начнет выполнять боевое задание. Есть особенность полигона, что преобладание высот в западной части и низменное подножие, скажем так, горы в восточной части, что давало определенное преимущество игрокам, действующим с запада на восток. Ага, ну, то есть, типа, белые начинают и выигрывают. Ну, как-то так, да. Ага. А смотрите, сейчас в сюжете было сказано, что победителем считается та команда, которая уничтожила полностью команду противника. А вот у меня такой вопрос возник, а если там участник, один участник спрячется, например, просто спрячется и... У нас так и получилось. У Да? нас, здесь имелось в виду, что световой день определен по регламенту игры, по положению, разработанному для проведения игры. Начало игры у нас старт в 9 часов и завершение в 18 часов. То есть, если на момент 18 часов, до 18 часов одна команда уничтожила противника другой команды, соревнование останавливается. Ну, соответственно, досрочно определяется победитель. Если на момент 18 часов есть еще игроки, также соревнование останавливается и определяется тот победителем, у кого большая боеспособность. Хабаровский командир группы остался один из выживших при розыгрыше с
якутской командой. И на момент 18 часов он продолжал выполнять задачу. Группа якутских ребят, когда пыталась зайти во фланг, потеряла одного бойца. И на момент 18 часов счет остался 5-1 в пользу команды Республики Саха-Якутия. Ну, командир хабаровчан боролся, значит, до последнего. Победного. Молодец. А вот можно подробнее про состав команд? Потому что я знаю, что там 2 девочки в каждой команде, например. Вот почему было такое решение принято? Как-то девочек отдельно готовили или нет? Нет, на самом деле, решение, да, действительно, что в состав команды включить девочек, потому что девочки тоже в армии служат, и у нас проходят подготовку. Было бы неправильным, что и мальчики, и девочки проходят подготовку, а к соревнованиям привлекаем только ребят, пацанов. Включили по 2 девочки, и таким образом команда сформировалась 10 человек, 8 парней, 2 девчонки. Плюс готовили еще запасных игроков, 1 парень, 1 девочка. У всех возраст 14-17 лет. В команде, естественно, как и по направлениям нашей подготовки, определили лидеров в области медицины, в области применения беспилотных систем, FPV, снайперов, определили лидеров команд. Таким образом, получилось у нас, что командир группы, снайпер, стрелок-медик, стрелок-сапер, оператор БПЛА-разведчика, оператор FPV-дрона и 4 стрелка. Вот такой ролевой состав. Еще и по специальностям. А запасные? Запасные — это люди, которые наиболее успешно во всех областях и могут заменить кого готовности угодно. заменить любого из выбывших игроков. Такие. Всякое в жизни бывает. Приболел где-то, чтобы мы могли поменять и в равных условиях проводить соревнования. Такие универсальные солдаты. Абсолютно верно. А было вот за эти 2 дня, чтобы кого-то из запаса пришлось привлечь или нет? Нет. Все игроки штатные. Все в строю? В штатном составе начинали, да. Завтра финал, может быть, что-то тут еще и придется поменять, но пока все без срывов идет. Ребята молодцы. А можно ли сказать, что это такое ГТО, но в полевых условиях? Хороший вопрос. Наверное, можно будет проработать систему личностного роста курсантов, в ходе соревнований присваивать им какие-то звания, значки. Но я точно могу сказать, что эти ребята, прошедшие путь воина, готовые граждане для службы в армии. Это лидеры, которые способны собрать вокруг себя других, получить задачу и выполнить ее успешно. Но тут надо еще вспомнить, что ГТО у нас дает плюсы, например, дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. На самом деле у нас уже сейчас решается вопрос, и где-то он уже реализован. Курсанты, которые освоили наши программы, имеют сертификат об окончании нашего курса, базовой программы, имеют дополнительные баллы к ЕГЭ, в ряде, в том числе федеральных вузов. Это правильно. А как вы оцениваете влияние таких соревнований на развитие личностных качеств курсантов? Вы знаете, это первое, что лидерские качества вырабатываются. Очень целеустремленные парни и девочки, выносливые, стрессоустойчивые, с возможностью нестандартно мыслить. Вот эти 2 дня розыгрыша полуфинала показало, что ребята на самом деле по-разному подходят к решению задачи, которая стоит перед ними. Получается, по логике вещей и первый, и второй день задание было одинаковое, с разницей только места старта для команд. А подход у ребят был у всех свой и особенный. Тут отдельная тема для разговора. Мы, конечно, будем еще разбирать тактику действий групп, но нестандартно мыслят. Творчески подходят. Молодцы. А как их готовили? Я слышала, что они специально еще психологическую подготовку проходили. На самом деле времени было на подготовку именно как целевую очень мало. Это соревнование проводится впервые. Мы приступили к подготовке в мае после поручения Юрия Петровича Трутнева об организации проведения.
Основа все-таки у ребят – это те программы, которые они осваивали В центрах. в целом, в центре воин, да. И уже после того, когда мы сформировали общий замысел проведения игры, естественно, акценты расставляли именно на те задания, на те направления, которые были зашиты в саму игру, в механику игры. Интересно, а вот обратная связь от ребят, она есть уже? Вот как они сами воспринимают это? Одно дело, взрослые организаторы смотрят, да? А другое дело, как вот внутри, как они сами это воспринимают. Ребята очень довольны. Я хотел бы отдельно рассказать, какие эмоции. Тут эмоции, к сожалению, на финале невозможно увидеть сразу. Это только потом уже, когда объективный контроль мы собираем с GoPro, можно что-то сказать. Времени пока, к сожалению, не было. Но по отборочному этапу могу сказать с уверенностью, что это очень эмоционально и зрелищно, когда дети финишируют, кто-то быстрее, кто-то чуть медленнее. Но вот эта радость, вот этот заряд на старте, разминка, подготовка дорогого стоит. А помимо состязаний для них что-то еще подготовлено дополнительно? Ну, хотя бы экскурсия по Якутску, как минимум. Да, знакомство с Республикой Саха, мероприятия в городе организованы, посещение музеев. На открытии у нас прекрасный ансамбль выступал, якутский, очень впечатляюще. Ребята все время нахождения здесь чем-то заняты. Встреча была с героями, участниками специальной военной операции, участники программы «Время героев» из Якутии. Программа расписана до 21 числа. Дмитрий Николаевич, немножко о себе расскажите. Нам немного известно, только то, что в официальных источниках. Что вы прошли путь от командира мотострелкового взвода до начальника оперативного отдела, заместителя начальника штаба 18-й общевойсковой армии Южного военного округа. Как вообще получилось, что вы стали военным? В моей семье военных нету. Но я, наверное, как и большая часть детей того времени в своем детстве, очень любил фильмы о войне, о подвиге наших дедов, в большей степени Великая Отечественная война. Фильмы об армии советской, в зоне особого внимания, мой любимый фильм. Нравились люди в форме. Наверное, это побудило в 1997 году поступить в Новосибирский, ныне он военный институт, тогда это Новосибирское высшее общевойсковое командное училище. В 2002 году я его успешно закончил и по распределению попал в 131-ю бригаду город Майкоп, где до 2010 года в составе бригады выполнял миротворческие задачи и задачу по принуждению к миру Грузии, в республике Абхазия и в Грузии. Далее перевелся по распределению в Чеченскую республику, населенный пункт Шали, 17-я бригада, откуда поступил в общевойсковую академию имени Фрунзе, после которой по распределению попал в республику Армения, участие в сирийском конфликте, далее в Крым, откуда в 2022 году, в феврале месяце, в должности начальника штаба, с первого дня участвовал в специальной военной операции. Там и закончил свою служебную деятельность в должности начальника оперативного отдела 18-й общевойсковой армии. Ну вот такой список: и Грузия, и Чечня, и Абхазия, и Сирия, и специальная военная операция. А есть какое-то самое сложное задание, о котором можно было бы рассказать? Я понимаю, что военные не могут. Пожалуй, самое сложное это был первый день специальной военной операции. В принципе, сейчас это не секрет, оно все в открытых источниках есть. У нас задача стояла, это захват плацдарма в районе дамбы Каховской ГЭС. Первый день в условиях неопределенности, что такое, мы понимали, мы уже были сориентированы, получили задачу. Я прекрасно понимал, от того, насколько правильно мы подготовимся к выполнению данной задачи, зависит успех в целом, жизнь и здоровье наших ребят, бойцов. И мы эту задачу выполнили, даже перевыполнили. У нас стояла задача
я сейчас не буду говорить про временные сроки, которые стояли, но скажу так, что мы со значительным превышением вышли на противоположный берег Днепра и захватили плацдарм, создали условия для дальнейших действий. Пожалуй, это, наверное, вот такое самое сложное было, запомнилось оно мне на всю жизнь. А какие-то выводы для себя вы сделали? Ну, Уроки какие-то вот из этого опыта? Вывод один. Правильно подготовленное, спланированное действие, подготовленные люди, обученные, это успех в задаче. Ну и сохраненная жизнь и здоровье бойцов. Ну, вообще тщательная подготовка, да, это залог успеха. Наверное, Абсолютно поэтому верно. вы сейчас и занимаетесь вот этими соревнованиями. Здесь «Путь мы воина», тоже «Центр подошли воин». тщательно к подготовке данных соревнований. И сейчас мы, естественно, как и любое другое мероприятие, тут не секрет, есть шероховатости, которые наша задача сейчас устранить. Вот, и масштабировать это мероприятие уже на последующие годы. Будем проводить «Путь воина» в последующем. Ну, потому что сейчас в школе, например, в советских школах был предмет прямо отдельный — начальная военная подготовка. Сейчас вот с этого года возвращаются к основам безопасности жизни, добавилась защита Родины. Да, но, к сожалению, недостаточно часов. И мы понимаем, что потребность в реализации наших программ, она есть в области начальной военной подготовки. Мы в Центре воин реализуем свои собственные программы, которые мы написали, опираясь в том числе на опыт современных конфликтов, в частности, специальной военной операции. Ну вот, кстати, про современные конфликты. Как, на ваш взгляд, изменился вообще характер военных конфликтов за последнее время? Какие новые угрозы требуют особого внимания? Ну, достаточно проанализировать специальную военную операцию, как мы начинали в феврале 2022 года, и что происходит сейчас. Ну, если вот так вот быстро промотать, получается, что, по сути, начало — это классическое вооружение, действие в условиях минимального комплекта средств воздушной разведки. А сейчас что у нас? Ну, практически в каждом первичном подразделении, вот мотострелковое отделение, расчет, у нас есть средства воздушной разведки. Какие-то квадрокоптеры, какие-то дроны наземные для доставки боеприпасов. Применяется искусственный интеллект, в том числе в вопросах огневого поражения, обеспечения ретрансляции радиосредств посредством дронов, эвакуация раненых, доставка боеприпасов, ну, да практически во всех сферах. И вот это вот, ну, можно сказать, что очень выросла технологичность современной войны. А психология изменилась как-то? Вот мы сейчас говорим больше о гибридных войнах, да, о том, что война ведется и на информационном фронте тоже. Вот это, я тоже считаю, важная составляющая. я как вы считаю, что считаете? это сейчас главная угроза. Да, действительно, война сейчас ведется не только на линии соприкосновения на фронте, но и в электронном пространстве. Там идет битва за сознание, за умы наших граждан. А это самое главное. Если мы здесь упустим, то можно до линии фронта и не дойти. Вот, поэтому в том числе у нас в наших программах Центра воин есть такой раздел, как информационная безопасность. И где мы доводим, что такое безопасность в интернете, как правильно регистрироваться. В общем, информационная гигиена тоже зашита в наши программы. Ну вот это, наверное, тоже важно очень. То есть я хочу сказать, что, наверное, поэтому вы занимаетесь детьми, собственно, Абсолютно потому что это верно. битва-то идет в основном за умы вот этих поколений будущих. Неокрепшие умы наших детей. Про республиканский центр воин. Вы не в первый раз у нас в республике уже, вот, но вот про наш центр хочу спросить, как-то чем он отличается от других, в чем-то может похвалить или поругать. Ну,
Результат налицо. Вот мы проводим соревнования. Команда Якутии первое место по отборочному этапу. Отборочный этап, я вот отдельно маленько остановлюсь, там формат маленько другой. Трасса 5 километров, базовые задания на выполнение упражнений в области начальной военной подготовки. Команды бегут на время и по ходу движения выполняют те или иные задания. Метание гранат, разминирование, применение FPV-дронов, применение беспилотных аппаратов коптерного типа, огневая подготовка, это стрельба с пневматических винтовок, разведение костра на время, преодоление участка зараженной местности, преодоление полосы препятствий, оказание первой помощи, эвакуации пострадавшего. Вот по результатам данного отборочного этапа якутская команда, ну, во-первых, первое место, ну и очень высокие результаты, темпы показала, опередив команду, занявшую второе место, Волгоградскую, на минуту, на целую, а третье место на 15 минут. Это серьезный результат. И это работа ваших инструкторов. Понятно, что филиалы, каждый филиал имеет свои особенности. Ну, о чем-то сейчас в вопросах технического характера не вижу смысла говорить. Но ребята молодцы. Большая часть ребят — это ветераны боевых действий. У вас сейчас, в том числе руководитель филиала, 4 человека сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции. В том числе подчерпывая тот опыт, те современные методики, формы, способы ведения войны. И по возвращении, естественно, это все будет масштабироваться и адаптироваться в наши учебные программы. Ну, это, знаете, как мы, по крайней мере, мы здесь сами считаем, слышим, до нас доходит, то, что на полях специальной военной операции наших ребят знают, уважают, отличают. Ну, все-таки героев России довольно много, да? Все верно, да. И вот, не знаю, как-то связано это с этим, что наше подрастающее поколение, наша команда тоже. Это очень хороший пример. У вас, да, действительно, 12 героев на сегодняшний день из Республики Саха. Ну, не только герои, у нас все ребята молодцы. И это яркий пример, хороший пример в вопросах патриотического воспитания молодежи. В том числе здесь, в Республике Саха. Ну, а вот якутская команда, вы ее так похвалили хорошо. Чем она, чем-то отличаются ребята? Вот это? Ну, смотрите, физическая выносливость — это безусловно. Так получилось, когда проходил отборочный этап, я находился на маршруте, проверял, как все проходит, как судьи, правильность судейства, и мимо меня пробегает якутская команда. Вот, особенность трассы позволяла мне срезать участки, ну и переходить от одного задания к другому по короткому пути. Я не смог догнать команду. Они так быстро бежали, что я просто их не смог догнать. Впереди только пыль стояла, и я слышал потом вот эти эмоции, возгласы. Но я не успел до финиша добежать, вживую увидеть финиш команды. Здесь в ходе отборочного этапа, прошу прощения, в ходе полуфинального сражения с командой Хабаровска, вот я про тактику говорил, про нестандартность мышления, ребята и тут проявили себя. То есть на старте, получив задачу на ведение поиска противника, они перешли на марш-бросок, очень быстро преодолели там порядка 3 километров, вышли в середину района. Ну, по особенности территории, я так понимаю, оценив местность и сделав выводы, что 2 дорожных направления сходятся в центре района, это самое вероятное место, куда придет команда противника. Так вот, они выдвинулись в этот район и успели организовать засаду на маршрутах вероятного выдвижения. То есть это очень грамотное решение, ну, по-взрослому подошли к решению этой задачи. Молодцы. То есть они все просчитали, успели придумать, что делать и выполнить. Да, и еще у нас есть особенность, что при каждой команде действуют полевые судьи. Это инструктора, наиболее опытные инструктора. Здесь мы собрали из 13 субъектов, чтобы
Обеспечить прозрачность, объективность и честность судейства. У нас при каждой команде сформирована группа полевых судей, которые постоянно действуют с командой, своего рода являются тенью команды. Вот, сохраняя, соблюдая все правила и требования маскировки в ходе передвижения, при размещении на местности, они смотрят и оценивают, как действует группа. Так вот, команда Якутии, когда выдвинулась на марш-бросок, судьи с трудом успевали за ними. Вот, таким вот образом, чтобы не потерять, они вынуждены были перейти на этот высокий темп и бежать вместе с командой. Но тут, может быть, есть еще такой момент, что все-таки наши ребята, они привычные, ну, имеется в виду, что вот эта пересеченная местность, которая для участников из других регионов, она совсем незнакомая. И, ну, и климат, опять же, другой, все-таки ночью минус уже. К сожалению, да. Ну, география наша необъятная родина, она очень многолика. Волгоград, когда мы проводили там мероприятия, очень сильно переживали за северные команды. Температура плюс 30, плюс 32. То есть для них это все-таки, ну, тяжеловато. В то же время волгоградская команда, прибыв сюда, они первый раз увидели такой лес. Волгоградские степи, там, ну, просто нет таких лесов. И, естественно, им готовиться к этапу соревнований, зная, что действие в лесистой местности, было гораздо сложнее. Да, естественно, свои, как говорится, стены, своя земля, она в помощь То есть команде. нашим еще и земля помогала. Абсолютно верно. Но ребята соревнуются вот на огороженной площади, вы сказали 25 квадратных километров, это же внушительное расстояние, это, ну, это вообще довольно много, 25 квадратных километров. Как безопасность там обеспечивается? Я знаю, что вот прям чуть ли не медведи специально там проверяли на наличие медведей эту территорию. Все Не верно. знаю, правда или нет. Знаете, здесь, наверное, надо было с этого начать. Хотелось бы выразить слова благодарности главе республики Александру Сергеевичу и заместителю председателя правительства Ольге Валерьевне Балабкиной. Глава лично возглавил организационный комитет по подготовке к соревнованиям, а Ольга Валерьевна являлась у него заместителем. 24/7 мы постоянно с ней на связи. Даже знаю, что она вот эти 2 дня была в командировке. Переживания, вопросы, звонки постоянно. Вот мы все оперативно решали, ну, в режиме телефона. Вот. К безопасности района подключились порядка 300 человек сейчас из региона, обеспечивают организацию проведения соревнований. Силовые структуры, МЧС, МВД, Росгвардия, ДНД, Минздрав, расчеты скорой помощи, медицина катастроф. Там просто большая масса людей обеспечивают вопросы безопасности проведения соревнований. И на 5. Ну и последний вопрос. Если я правильно понимаю, что все-таки эти соревнования первые, но не последние, да, каждый год нас ожидают теперь уже такие соревнования «Путь воина». И как планируется ли географию в будущем расширить? Да, ну вообще соревнования, они проводятся среди курсантов Центра воин. Поэтому, соответственно, там, где есть центры воин. Да, на сегодняшний день у нас 21 регион, где мы присутствуем, но по поручению нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина задача стоит открыть филиалы во всех субъектах. Да. Естественно, по мере открытия субъектов мы будем масштабировать зону нашего присутствия, в том числе в вопросах проведения соревнований «Путь воина». А вот открытие центров в других субъектах, там в чем прежде всего вопрос, в инструкторах или в помещениях? Нет, все-таки инструкторы. Ведь наша уникальность – это наши инструкторы. У нас порядка 400 человек на сегодняшний день инструкторов. Из них 313 человек – это ветераны боевых действий. С реальным опытом. 187 из них – это участники специальной военной операции. Поэтому наша уникальность – это наши инструктора. Это те люди, которые занимаются с детьми, передают свои знания, навыки, опыт подрастающему поколению. Ну и ребятам, наверное, перед финалом можете что-то пожелать в окончании программы. Если
на военный лад, наверное, удачи. Потому что все-таки формат проведения соревнования такой, что немножко удачи тут необходимо. Не помешает. Не помешает. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо Тоже вам. удачи. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.